Вот так вот. Я думал, отсюда спустились на Ниве, а они по Зимнику в сторону Сувидора. Вот здесь вода. Смотрите, сколько воды. Ладно, пойдем тут. Здесь кто-то пешком тоже проходил. После нас. Когда мы ходили, тут еще Буран ездил на мотособаке с модулем, который с лыжами. Они в избушку ко мне заходили. Они здесь поднялись до Сувидора, потом спустились по верхней дороге вон там. Нормально. Можно идти. Не глубокий снег пока. Фух, только вот перебор, жарко сегодня на улице. Опа. Ну вот. Вроде дошли. Тяжело было. Тут лопата стоит. Какие-то самоловы тут стоят. Видать, здесь рыбак есть на избе. Вот попробую я тут порыбачить, где я в прошлый раз рыбачил. Кругом самоловы. Вот так. Ладно, где-то вот тут попробуем. Где-то вот тут, да. Там посмотрим, как все выйдет. Фу, вот это запарился я, ребят. Действительно, пока шел пешком до второй избы. Сейчас в такую погоду тяжковато идти. Закинул 2 удочки. Ну, первую удочку закинул. Вон, смотрите, ребят, первая рыба на это ёрш попался. Вон. Ёрш. Пока тишина. Ну, подождем. Первый спуск. Где-то глубина 3 метра, наверное. Я ни хрена не вижу. Только вот мормышка, вот она. Была на рыбу вообще 0. Нету ни одной. Вот сейчас на дно уже ляжет. Между прочим, тоже наверное, от ручья какое-то течение идет. Или что там? Вот дно. Ребят, ни одной рыбы сегодня нету. Надо искать. Даже я сейчас рыбачить не стану. Я просто буду тупо искать. Потому что вот я сижу минут 10 уже в надежде, что клюнет кто-то, но ни одной рыбы нету. Как может клевать потом? Прокручиваю пробно так, без палки, без... Да, и тут глубоко. 3 метра. Вон моя мормышка, вон. Надеюсь, видели? Вот, проскочил. Проскочил я. Вон там. Вот. Ну, сейчас это дно. Муть поднимаю я. Там что? Мусор какой-то. Не, надо искать сегодня рыбу. Потому что тут на этом месте точно никого нету. Это верняк. Ничего нету. Никого. Нет окунь, нет камень там лежит на дне. Что-то кто-то как будто есть. Блин, не могу крутить. О, пошла. Вон моя мормышка. Блин, блеск был. Опять проскочил. Так, короче, вон, вот эта мормышка там у меня. Вон. Я могу даже пошевелить. Вот я сейчас пошевелю, он будет дергаться. Ой, все, ушла куда-то. В какую сторону? Ну, ушел-то. Вон она.
О, видели? А рыбы нету. Рыбы нету. Рыбы 0. Полный 0. Вон тулан вернулся. Все, поднимаем и дальше пойдем. Дальше пойдем искать рыбу. Без удочки. Просто на видеокамеру буду смотреть, искать. Вот моя мормышка. Все озеро обошел, и наконец-то я их нашел, ребят. Вон они, их море, куча. Вот они. Да, я еще до дна не дошел. Они на верхних слоях даже. Вот и на дно. Они на верхних слоях рыбин-то. Очень много было их. Кощак прямо возле камеры прошел. Надо здесь рыбачить. Все озеро. А они в углу тут. Так. И ушли. Спрятались. Прям спрятались сразу куда-то. Вон. Вот тут они. Да, сюда надо рыбачить прийти. А не тут. Сейчас удочку наставлю, потом уже буду снимать. Йогор черри таны. Таны. Два слова, ребят. Я сижу, ну, настроение немножко испортилось, потому что я как бы рыбу нашел и в то же время потерял. Рыба вообще сегодня как метеор летает туда-сюда. Короче, обошел все озеро, проверил. Только в этом углу была стая и большая, очень много рыбы их было. Но они куда-то разом исчезли, только одного малька только удалось поймать. Ой, блин. Ну, вон тут, с ершом он. Ерш и один малек, плотва. Короче, и сейчас вот у меня видеокамера тут включена. Да ни хрена там нету, пустота. Возле этого лунка, вон подальше еще пробурил. А там уже ерши. Их ершей там много. Куда они ушли? Круговую уже пробурил. Ну, нету нигде. Ни одной поклевки нету, рыб нету. Фиг знает. Вещь, конечно, интересная, но, блин, знаете, вот не видать. Ушла рыба. В какую сторону? Прям быстро-быстро все ушли еще. Хрен его знает. Сейчас еще, наверное, пройдусь. Может, где-то они остановятся. Ну, со съемкой не очень сегодня получается все. Наверное, дальше снимать пока тоже не буду. С этой камерой возиться тоже не буду. Искать, когда ищешь. Все этот, как его, мокрым снегом, и в объектив попадает снег, в очки попадают. Одним словом, ищем рыбу пока. Наверное, вряд ли чего мы сегодня найдем вообще. Опустил камеру на дно, где удочка у меня. Сейчас только что были еще рыбы. Их уже тут нету. Их уже тут нету. Ребят, вообще рыба не стоит. Вообще рыба не стоит. Ходит ходуном. Не успеваешь пробуривать. Пробуриваешь, смотришь, рыба есть. Начнешь рыбачить, уже их нету. О, пустота. О. Вообще нет. А сколько их тут было, блин. Ну вот, все, Тулан. Вещи мы собрали. Тут больше делать нечего. Это озеро нам сегодня рыбы не дала. Спустив хвост, пойдем
обратно к избе. Может, еще на второе озеро зайдем. Да, непруха сегодня. Блин, весь сырой, я уже, бушлат весь сырой. Такой мокрый снег идет, почти как дождь. 2 рыбы поймали. Смех и грех. Так уверенно шел сегодня. Здесь я думал, надергаю рыбы. Вот эту площадь еще не проверил. Круговую обошел. Может, где-то они здесь. Нет. Раз не везет, так не везет. Вот так. Часа 3, наверное, тут я ковырялся. Пойду в сторону избы лучше. Такая надежда была. Облом. Вот это облом я получил. Тут совсем другое озеро. И здесь я видеокамерой пройдусь. Если увижу от этой плотвы, буду рыбачить, пробовать. Если нет, так расправлять удочки не стану. Вот. Но озеро большое. Есть, нету плотвы, не могу сказать. Летом, в принципе, ловится, но сейчас зимой вряд ли. Но надо пробовать. Это по пути нам, ничего я не теряю. В прошлый раз вот тут мы поймали крупную щуку. Вот. Ну, как найдем рыбу, поснимаю. А так я выключаюсь пока. Половину озера уже прошел. Но примерно 6 штук, наверное, просверлил. Раз, два, три. Да, 6 штук. Это последняя лунка. Дальше не пойду. У меня тут тропинка на дорогу, которая идет. Оттуда далеко идти к дороге. Сейчас еще тут эту лунку проверю. Очень глубоко, между прочим, там яма хорошая вообще с корягами. И какая-то муть. Я не знаю, что с озером. Что с озером происходит. Очень мутная. Вот сразу видно, вот я немножко спустил, и уже видно, что мутное озеро вообще. О, надеюсь, видно вам. Какая-то муть идет. Не, это не от рыбы, скажем, рыба убежала или что. Это вот именно озеро, какая-то реакция там идет. Может, ну, в глухозимье, когда вот озера загар или что там, из-за недостатка кислорода все это происходит. Вот, смотри, очень глубоко. А, ну все, дошел. Дошел до куда? Он тоже коряги, блин. Что было? На корягу попал. Так. Именно на корягу попал, ребят. Вон. На бревно попал я. Ну, также рыбы не видно, и какая-то вот загадочно мутная вода. Вон коряги какие. Подводная одиссея. Вот сетки закинешь и на корягу зацепляется, орешь потом сетки. А рыбы нету. Нету рыбы. Ладно, поднимаю. Останавливаем, поднимаем. Может, еще одну? Давайте еще одну. Вон там подальше.
Сейчас еще одну. Очень глубоко, блин, глубокое озеро. Фу, запарился я, ребят. Уже, наверное, первый час вроде как показывало там. Сейчас скоро темнеть уже начнет. День на смарку прошло. Где-то есть, в принципе, рыба-то есть. Не верю, что их нет вообще тут. Где-то есть, но где, как найти их? Хорошо, что вот с этой камерой быстренько посмотрел, нету, дальше пошел. А когда сидишь с удочкой... Так. Время, блядь, сколько потеряли сегодня уже. Так, крутой подъем. Нехороший. А, Тулан, помогай. Помогай. Так. Нам сияние. Травичка мчится. Най. На-на-най. Тарарай. На-на-най. Тарарай. На-на-на. На-на. Это звон. Это звон. Тарарам. Фу. Ну вот. Блин, сколько снега уже после нас. Мы прошли уже все, следы замело, блин. Снег падает. Зимняя тайга по-своему красивая. Было бы солнце, вообще красота. Вот этот снег, который висит на деревьях. Сейчас больше еще снега будет. Будет давить эти деревья. На дорогу прямо они провиснут. И когда едешь на буране, приходится много рубить. Эти березы гнутся. Тонкие, они высокие. Вот. Ну, Тулан впереди меня. Так, расстояние, дистанцию, в принципе, тоже держит. Ну, некого там лаять, ходить, искать далеко. Где-то метров 100 впереди меня бежит. Бывает, заглядывает. Что-то нюхтит. Где-то бродит. Туламе. Какой-то вот чувствует старые следы, может, чьи-то. Ну, здесь, наверное, прошлый раз выдра прошла. Вот отсюда вышла. Они очень много ходят тоже. От Таежной реки, где вот мост был, переехали. Вот это Таежная река. И эта старица очень много, блин, очень много километров. Эта старица, как бы, водоема мало. Там уже все высохло, но все равно вот выдры там ходят. Через Таежную реку поднимаются, вот здесь вот они выходят напрямик сразу на большую речку. Сейчас дойдем до избы, отдохнем, чай попьем горячего. И, может быть, еще вернусь вот сюда, вот на эту целину. Здесь спущусь или же по речке поднимусь. Здесь я еще буду рыбачить. Это тут песок на другом берегу. Попробую ельцо половить. Вот, на озере не везло, может, на речке повезет. Но сейчас надо отдохнуть конкретно. Надо еще мне палку где-то
двухметровый хотя бы, для того, чтобы камеру спускать под лед. Без палки хреново, мотает течение. Пройдут года и буду здесь ходить по тайге. Смотрите, как все зарастает. Ужас, невозможно на это смотреть. Сколько? Ну, 10 лет, наверное. Может больше, может меньше. Коровы не держу. И вон что происходит. Зарастает на глазах. Прям на глазах. Вот это да. Печка еще дымит. Да, дым идет. Я там подкидывал сухие дрова. Если сырые, это дольше еще горят. Фух. Вот это побродили мы сегодня. Нормально. Тулан уже на избе был. Да. Тулан. Так. Ну вот. Две рыбины поймали. Ух. Смех и грех. Вот это да, вот это рыбаки мы сегодня. Ужасные рыбаки. Ладно. Фух. Зубья-то ослабились, вон. Опять надо подтянуть. Вообще. Чуть не потерялся. Вон. Сейчас подтянем. Так. Ой. Тут-то жара. Вот это жара тут, ребята. Фух. Все вспотело. Все жарко тут. Тепло офигенно держит печка. Да тут до хрена еще дрова. Сейчас еще закинем туда. Пусть тлеет. Жар держит офигенно. Прям идеально хорошо. Так, ребят, как и говорил перед уходом, тут я приготовил для Тулана геркулес. Геркулес залил кипятком, прям кипело все. Залил, ну, геркулес сюда закинул, залил кипятком. Она мягкая, знаете, вот, ну, ничего не надо готовить, там, варить, там, парить. Очень идеально получилось. Ну и туда я еще бахну этого консерва. Ташкентский плов. Всеми обожаемый. На вид он, конечно, вон, красивый. Но я лично есть не буду. Досыпчатый, смотрите. Уверен, собаке понравится. Фиг знаю, что туда наложили. Но больше я это есть не стану. Всякую бурду туда накидали. Какие-то бобовые. Вон. Я не знаю, что это тут. Вот такой вкусный бульон для него. Для Тулана. Ему это понравится, думаю. Если нет, так нет. Так. Ну все, сейчас будем дадим, как он себя поведет, съест, не съест. Целая миска такая. Мне это на неделю хватит, такая миска. Молодец. Сейчас нормально покушаешь. Все.
удовольствием ест. И знаете, вот до этого я все время перловкой собаку кормил. Дальше, конечно же, буду кормить. Но этот Геркулес на скорую руку очень удобный. Мне очень понравился. Первый раз я даю собаке. Он ест. Он сытный, быстро готовить. В таких зимних походах, когда минимум времени, залил кипятком и все. Еда готова. Вот. Дальше я также буду готовить для собаки вот этот Геркулес. Но этот совет мне давали подписчики, зрители моего канала. Не раз мне писали. Ну, он ест. Очень даже аппетитно. Так, прохладно на улице, зайду я. Прохладно, я могу остыть, потому что я весь сырой. Вот эту палку пригодится еще палка. В другой раз варить. Все. Это для пристрелки банка еще также пригодится. Убитое сиденье старое. Это от КамАЗа. Еще у нас 2 КамАЗа было. Там сиденья вот это негодные выкидывали. Я для себя одно тоже взял. Перед уходом я забыл заварить чай. И по-новому я пью этот разовый. Одним словом, в следующий раз наелся Тулан. Наелся все. Так. Где-то хотя бы полчаса тут посижу. И хочется мне еще энергии много. Хочется еще ходить, искать рыбу. На озере, в принципе, я нашел рыбу. Много искал, но, знаете, я когда спустил последний раз, последний, да, на том озере, нашел рыбу, там стая такая, ходуном ходит. Я думал, все, нашел рыбу, я там сейчас надергаю. Мне много не надо, мне 20 штук живца бы, и все, я бы был бы доволен. Ну вот один маленький попался, плотва попалась, и все разом, все куда-то исчезло. Не знаю, куда пропали. Озеро большое, искать, бегать за ними, ну, нереально. Я вообще не ожидал такое. Я думал, там рыба стоит, кормится, только дергай. Видишь, как бывает, они ходят и очень еще. Немножко подостыло уже чай. Ну так будем учиться, привыкать, что к чему, понять, где, что, как. Один раз повезет, другой раз нет. В прошлый раз очень быстро наловил живцов, а сейчас вот время, не знаю, телефон, не знаю, где-то у меня в сумке. Жарко не могу, блин. Надо подостыть и раздеться. Ой, сейчас чай попью, вообще жарко станет. Это да, это жара. Куртка весь сырой. Вообще весь сырой. Куда так дует так? От этого что ли? Прямо вот чувствую, как дует. От окна, наверное. Сейчас пойдем на речку. Что-то получится, нет. Может, погода тоже влияет. Ко мне тот рыбак подходил. Тоже Егором зовут его. У него там прям недалеко изба.
удивленно так, ну, я ему показал, видеокамеру там спускал при нем, и при нем, наверное, и рыбы не было. Пустое место. Дно, и говорит, дно увидел там. Ну, интересно, честное слово, интересно так подглядывать. И я ему говорю, в той лунке там ерши, здесь вот плотва одна, там тоже одна плотва. И он спрашивает, а окуни, говорит, тоже видно? Да, говорю, там ерши я видел, ершей. А, понятно, говорит. Ну так, вот мы между собой так поразговаривали. А после этого я и вот на этот, где много рыбы я попал, я его позвал, но он не подошел. Он говорит, смотри. Но он тоже рыбачит там. Все подробности не буду говорить. Может, ему не хочется. Ему не хочется посниматься, чтобы снимали. Может, не хочет, чтобы знали вообще, где, чем он занят. Вот поэтому и мало. Если человек не соглашается снимать. Вчера я катался на буранах, на буране. И вот к Лидии подъезжал, подходил, но на отрез тоже отказалась. Человек не хочет сниматься, я не настаиваю, не заставляю, не хочет, все. Я отхожу от него или от нее. Конечно же, между собой, разговор-то ведем, поговорим, он или она, любой человек покажет свой улов, свои снасти, но на камеру на отказ. На отказ идут и еще. Вот. Сейчас еще салат, наверное. Сегодня хоть и не вари, до хрена еды. Между прочим, зимой, наверное, самый лучший вариант вот еду приготовить дома. В следующий раз, наверное, так и сделаю. Полуфабрикаты взять, такие салаты, творог. Взял, на скорую руку съел, чай попил, ты сыт. Не надо мучаться там, варить суп или еще. Готовка это интересно, конечно, но не зимой. В одиночку, когда ты в походе, вот были бы вдвоем, один человек тут на избе сейчас остался, сварил что-нибудь, а ты пошел на рыбалку, ищешь. Рыбу нашел, пришел уже, готовая еда, взял напарника и на рыбалку пошли. А в одиночку, знаете, времени очень мало. Все надо успеть. Ну, ничего, если что, сварим суп под фонариком. Я, короче, сейчас, это считается обед. Я сейчас обедаю. И давайте сходим еще на рыбалку, что ли.